Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши зрители, читатели. Надеюсь, что наша рубрика принесет вам пользу в жизни. Мы с такой целью это все создали, с такой целью работаем. Мы очень хотим быть полезным для тех людей, которые ищут что-то, для тех людей, которые хотят добиться что-то. Наша миссия именно в этом заключается. Мы служим для того, чтобы каждый, кто приходит к нам, приобрел финансовую стабильность, достиг финансовую стабильность, раскрыл свое собственное богатство, тот талант, который Богом дано, и смог реализовать себя. С такой целью мы работаем, и вся наша команда, вся наша компания с этим с каждым днем работает для того, чтобы действительно эту миссию реализовать. Дорогие мои, хочу ответить на несколько вопросов. Не забывайте ставить лайк, рекомендовать своим друзьям, знакомым. Здравствуйте, Сайдмур Раджабович. Ставки на спорт. Можно с ним заниматься, если я зарабатываю на нем специальными стратегиями. Это дело харам или нет? Если я 20% заработанного даю детскому дому, мечеть для благотворительности, или все-таки не стоит? Быстрые деньги же. Еще я держу пост. Иногда мне кажется, что делаю дело харам. Родной мой, получается, что ты делаешь запретные, потому что ставки читается харам. Судя по всему, вы мусульманин. Раз задаваете такой вопрос. Ставки в исламе читается харам. Любые ставки, неважно они какие, потому что вы никакой ценности не создаете. Потому что вы никому не помогаете, ничьи-то проблемы не решаете. Когда в исламе говорится так, если вы не создадите никакие ценности, никакой проблемы не решаете, и за это вы получаете деньги, это считается харам. Это грязные деньги. То есть у вас нет никакой усилий и так далее. Поэтому в связи с этим это считается харам и так далее. Поэтому не делайте этого. А то, что вы мне говорите, что я 20% из них даю благотворительность, детский дом и так далее, вы подумайте, вы что решили Господу Богу, вы решили Аллаху взятки давать? Вы что, в своем уме? Вы решили с ним сделать такую сделку? Это же безумие. Никогда этого не делайте, пожалуйста. Иногда нам кажется, что как будто если я чуть-чуть кусок отсюда возьму, занимаюсь благотворительностью, как будто это смывает мои грехи и так далее, и так далее. Нет, дорогой мой, лучше не делайте этого. Запретные лучше не делать. Победите себя. Вы знаете, почему людям тяжело отказаться от запретных? Потому что это дает удовольствие, это дает наслаждение, это дает кайф. Поэтому нам тянет к запретного. Понимаете? Но это большой труд. Знаете, очень большой труд смиренность добиться. Очень большой труд отказаться от соблазна, отказаться, понимаете, от своей жадности и так далее. Это очень большой труд. Соблюдать, отказаться от запретного. Мой совет к вам. Если вы действительно хотите чего-то серьезного добиться, делайте то, что Господь обещает. Делайте то, что Аллах гарантирует успех. Вы уловили, что я сказал? Делайте то, во что Он гарантирует успех. Просто делайте то, что дозволено, откажитесь от запретного. Вы быстрее добиваетесь успеха. Потому что даже заработанные деньги, которые зарабатываете, мимо пальцев, насквозь пальцы уйдут. Понимаете, любой успех это итоги читается, то есть конца надо читать. Не в начале, не полпути, вот в конце. Через 7 лет вы потом меня поймете, где вы будете. Через 7 лет. Цикл заканчивается, и через 7 лет вы потом поймете. Итоги эти деньги все покинут вас. Как и пришли легко, так и легко уйдут. И придут в вашей жизни намного больше тяжести. Вот увидите. Вы идете против своей ценности, поэтому это очень тяжело будет вам. Лучше не делайте этого. Следующий вопрос. Пишет ученик вашей мечты. О, то есть это ученик, который я должен мечтать. Или, не знаю, или он мечтает стать моим учеником, либо я должен мечтать о таком ученике. Интересно. Давайте послушаем. Ассаламу алейкум раматуллахи ва баракатуху. Сайдмур Ака. Ого, прямо уже Ака. Недавно занял пост директора магазина бытовой техники. Цель магазина сделать продавцов универсальными, чтобы они продавали все подряд, а не определенный товар. Когда на работе нет оклада, а только процент от личной продажи,
В коллективе возникают тайны, обиды друг на друга. И это влияет на доход магазина тоже. Расскажите, пожалуйста, как эффективно распределяться работу персонала, при этом сохранять хорошие отношения. Дорогой мой ученик мечты, послушайте внимательно. У вас получается, что вы поставили, то есть зарплата нет, и вы поставили KPI, то есть показатели, процент от продажи, личный продаж. Продавец сколько продает, сколько и зарабатывает. Это выгодно всем. Вы убрали потолок. Кто хочет зарабатывать, пожалуйста, научись продавать и зарабатывать. Но только одну вещь не учли. Почему появляется внутренняя обида и так далее? Потому что у вас уже каждый продавец себя чувствует отдельно. Он не чувствует себя в команде. Вы поставили индивидуальную мотивацию, но не поставили групповую мотивацию. Нету там командная мотивация. Поэтому так и происходит. Если вы хотите, чтобы у них между собой не было, можно сказать, драка, тогда вам нужно сделать так, от общий объем магазина, от общий объем продажи магазина N ставить план и небольшой процент. Пусть будет 0,5%, пусть будет, не знаю, 1% или 0,2%. И всем им по чуть-чуть отдавать. То есть должна быть индивидуальная мотивация. Чтобы каждый продавец старался сам продавал, а потом должна быть групповая мотивация, чтобы если один продавец в чем-то не справился, другой помогал ему. Или как минимум, по крайней мере, не стал врагом и не завидовал. Они вот должны объединенно работать. Как вот смотрите, пальцы же вот так тянутся. Когда вы делаете, вот эта сила кулака формируется от силы каждой пальчики. То есть каждый палец это по отдельности ваши продавцы, а кулак это команда. Вот. Когда вы это внедряете, вот это все исчезнет. Недовольствие, обиды, сплетни и так далее. Она все исчезнет. Они наоборот. Например, я продавец, я продаю, но я вижу, что мой партнер продает что-то, да? Что-то продает. Но я пока свободен. Но я вижу, что он что-то сумеет делать, что-то нет. И я привезу к нему паровозик создаю. Я вижу, что он утюг продает, я привезу, там, не знаю, рассказываю, знаете, вот эта гладильная доска у нас очень тоже хорошая. Привезу ему, поставлю, я ему помогаю, чтобы он продал. Я вижу, что, не знаю, он микроволновкой продает. Я побегу ему какой-то, не знаю, еще посуду или что-то-нибудь. Вот с этой микроволновкой это хорошо сочетается. Что угодно. То есть задача в том, чтобы я помогал ему, чтобы он своему клиенту завершил сделки. И средний чек поднимал. А тем более, когда вы говорите, это первый момент, чтобы убрать все боли, обиды между командами. Второй момент, когда вы говорите, чтобы продавцы научились продавать все подряд. А как раз они будут делиться опытом друг друга, и они будут наоборот, вдохновление друг друга. Это же как спорт, это же драйв, это же спорт. Продажи это реально как спорт. Это что означает? Это когда у тебя с рядом, когда ты сам один спортом занимаешься, ты иногда ленишься, иногда, завтра сделаю, послезавтра начну. А когда с кем-то занимаешься, глядя друг на друга, у тебя мотивация растет. Глядя друг на друга, вдохновение растет. Думаешь, что я сижу, давай буду делать. И так далее. Поэтому вот это эмоциональный тон в самом группе создаете вы. Вся. Понимаете, когда зайдешь в какую-то некоторую компанию, ты видишь сплоченность, ты видишь вдохновленность, ты видишь, они к чему-то интересуются. Там должна быть эмоция, понимаете? Именно в отдел продажи должна быть эмоция и драйв. Если вот это вдохновения нету, значит руководитель не смог это создать. Должна быть гармония, чтобы вы как дирижер и оркестр, все играют одинаково. Ваша команда это как каждый музыкант, который играет, а вы есть тот, который создаете музыку. Поэтому вот это внедряйте, к этому индивидуальной мотивации добавьте групповую мотивацию, у вас все будет супер. Но каждый день, каждое утро, 5-минутка, стоя, именно стоя, не сидя, стоя, проведем 5-минутки. И я могу гарантировать, дать, что у вас дело сразу пойдет вверх. Здравствуйте, Сальмурод Давлатов. Я смотрю ваши семинары и видеоролики и очень вас уважаю по вашей рекомендации. Я накопила 100 тысяч сомов за 1 год. Работаю на реставрации, но не знаю, во что вложить сейчас. Я в декрете. Посоветуйте, пожалуйста. Дорогие мои, если вы научились сохранить деньги, это уже начало пути.
Не торопитесь избавиться от них. Терпеливо держите их и ждите. В ближайшее время у меня будет тренинг, называется «Я инвестор». Я буду говорить о том, как инвестировать, с чего начинать инвестиции и на что внимание обратить, какой должно быть, как выбрать инвестиционный портфель, как контролировать риски и так далее. Я буду об этом говорить. Я буду показывать, как даже с небольшими деньгами со временем вы выходите к хороший пассивный доход. Просто это мышление надо формировать в себе, и это надо делать. Поэтому это первый мой совет. Второй мой совет. Если вы научились чуть-чуть сохранить деньги, научитесь терпеть до тех пор, пока не появляются лучшие возможности. Поверьте моим словам, они появятся. Я заметил, что у меня всегда было два проблемы, и до сих пор они иногда есть. Это что значит? Когда деньги есть, порой не знаешь, что делать. То есть деньги есть, ты держишь, и не знаешь, что делать. А как ты начнешь что-то делать, деньги куда-то вложить, может быть, какой-то проект или какой-то, а потом появится какой-то еще круче проект, потом появится еще лучший вариант, потом денег нет. Вот вы понимаете, да? Вот. И я тогда понял, что когда денег есть, возможности нет, когда возможности есть, денег нет. Вот это будет у вас борьба всю оставшуюся жизнь. Поэтому нужно лучше вот эти деньги сохранить, ждать. Для себя определить. Сохраните чуть-чуть, ждите, на нужные валюты только приводите, держите. Хорошо? Наступит момент, когда пройдите мой тренинг «Я инвестор», вы научитесь очень многие вещи, потом дальше делайте выводы. Здравствуйте, Санур Раджабович, аноним из города Шымкент. В одном из ваших видео вы говорили, что в продуктовых магазинах бывает много краж. У меня есть такой магазин с персоналом около 70 человек. Подскажите, какой наиболее эффективный способ бороться с кражами? Спасибо, дорогой. Я это знаю. С этим мы постоянно сталкиваемся. В продуктовом магазине есть несколько фундаментальные проблемы. Если вы их решите, а все остальные дела хорошо пойдет. Одно из них это кража. Одно из этих проблем это кража. Кража могут произойти в момент касса. Кассир деньги берет и могут не все это набрать в чеки. То есть набирает в чек определенное количество, и пара наименований не набирает. Кражи могут произойти первым в кассе. Второе, кражи могут произойти, когда самому продукту действительно воруют. Воруют иногда клиенты, правда, клиенты тоже воруют, я не говорю нет, супермаркета, но это бывает всего 2%. Иногда, когда клиенты воруют, их всегда всего 1-2% клиентов. Но. А теперь основной ваши воры, это ваш персонал. Где воруют 5%, 7%, до 10%, сумма которого воровство, большинство случаев это ваш персонал ворует. И как мы решили в нескольких магазинах эту ситуацию? Служба безопасности. То есть как? Сами службы безопасности воруют. Вот это очень важно. Помните, какой случай персонал ворует? Когда у вас нет четкой ежемесячной инвентаризации. Когда вы каждый месяц не делаете инвентаризацию, у вас нет ревизии, они это чувствуют, они знают изнутри. Помните, что людям, которым вы даете оружие, либо они убьют вас это оружие, либо защищают вас это оружие. Другими словами, кто ближе к вам, он знает ваши проблемы и ваши слабости больше, чем вы сами даже. Чем чужой посторонний человек. Кто рядом, он больше знает все ваши недостатки и минусы. Поэтому что нужно делать? Как я решил этот вопрос с несколькими нашими учениками и так далее. Первое. Мы ежемесячно стабильно начали жестко провести полностью инвентаризацию и ревизию. Каждый месяц мы поднимаем остатки и проверяем, сочетается все или нет. И видим недостатки и так далее. Таким образом, сумма, которая недостатка есть, 60% мы его закидывали ответственности на службу безопасности, а 40% на персонал. Это означает, что если 1 000 000 тенге недостача, 600 000 тенге мы раскидаем на зарплатах всех служб безопасности, удерживаем у них эти зарплаты. А 40% на зарплата все персонала. И как вы думаете, что начнет произойти? Персонал начнет контролировать друг друга. Персонал начинает смотреть. У них появляется не только глаз такой, у них появляется глаз наблюдательный. Они начинают смотреть за службой безопасности. То есть персонал контролирует службу безопасности, служба безопасности начинает контролировать персонал. Запомните мои слова. Не жалейте никого. Если вы платите людям зарплату, они должны честно трудиться. Не дайте себя воровать. Потому что
Ненавижу людей, которые ты даешь им работу, ты помогаешь им, и они пытаются тебе еще воровать. Реально ненавижу таких людей. Почему? Потому что это люди, бессовестные люди. Никогда не позвольте таким людям оставаться в вашей организации. Вышвырните из дверь. Потому что с такими людьми вы никогда не построите компанию своей мечты. Дорогие мои, быть предпринимателем – это нелегкий путь. Особенно когда столько море проблем, кризис, карантин, вот это все трудности и так далее. Предприниматель с кожи вылезает, день и ночь не спит и берет такую ответственность, чтобы обеспечить десятка, двадцатка, сотни семьи. А потом появляется какой-то идиот, который начинает вот так себя вести. Это безумие какое-то. Поэтому никогда не позвольте. Третья большая проблема, где происходит в бухгалтерии, это пересорт происходит. Пересорт это что означает? Это означает, что когда именно штрих-коды клеит, они припутают. Припутают штрих-коды, когда клеят, или устают. Поэтому вы должны жестко контролировать вход. Видите, вход товара в вашем магазине. Да? Жестко контролируйте вход товара в магазине. Это очень-очень важно. Жестко контролируйте, чтобы были штрих-коды правильно приклеены. Например, я имею в виду, что получается так, что от того, что они припутали, например, эта ручка стоит 1000 тенге, а эта ручка стоит, например, 100 тенге. Иногда они могут припутать штрих-коды и наоборот приклеить. И получается, что эту ручку за 100 тенге продали, а эта ручка на 1000 тенге никто не берет. Понимаете, да? Вот. Получается, что часто бывает пересорт в продуктовом магазине. Одна из самых больших проблем это. За счет этого недостача выходит. Потому что вы товар-то закупили-то, это купили-то за 700 тенге, а ошибочно его продали за 100 тенге. Вы видите, что недостача начинает выходить. Поэтому все это взаимосвязано. Очень четко контролирует, чтобы пересорт был минимальным. Ну, или хотя бы от него избавиться надо в каким-то мере. Поэтому каждая группа товара разделите, когда приходит, штрих-кода заклеит. Весь товар пусть подряд не клеит. Сначала пусть одну группу закончили, вторую группу закончили, третью. Чтобы вот когда переходит товар, жестко контролировать. Получается, что в продуктовом магазине вход надо контролировать, когда товар входит в магазин, то есть в вашем складе или магазине. И когда выход. Когда на выходе касса, контролирует, чтобы все правильно ушло. Тогда дело очень хорошо пойдет. У вас кража, это все не будет. Поставьте видеонаблюдение везде. Понимаете? Я был удивлен, когда видел, что в продуктовом магазине персонал возьмет карман, положит, в туалет идет и кушает. Я был просто удивлен, что до такой степени. Вот. Конечно, я не говорю, в туалете тоже ставьте камеры. Я такого не говорю, но все равно везде поставьте видеокамеры, и службы безопасности пусть смотрят за всех. Вот тогда таким образом вы минимизируете эти кражи, это воровство, и расходы и так далее. Дорогие друзья, ставьте лайк. Под нашим рубрикам рекомендуйте своим знакомым, друзьям. Теперь посмотрите потом направо, налево, на следующее видео. И приходите на следующие важные видео, которые вам нужны по недвижимости, по долгам, как начинать делать бизнес и так далее. Желаю вам успехов.